Всем привет! После вчерашних новостей особо таких, должен сказать, хороших новостей нету. После вчерашнего объявления поступило заявок около 16. Среди этих заявок, если вы помните, у меня есть критерии, вернее сказать, были критерии, но в этот раз эти критерии я убрал. Поступили заявки о помощи, крики о помощи со всего мира. Должен я это сказать, со всего мира. Не только Российской Федерации, не только от своей родной республики. Среди них не только дети, но и люди среднего возраста и даже 80-летняя бабушка. Отрадно, что понимает, что надеется, что получить помощь, в нашем случае финансовую помощь, это, с одной стороны, хорошо, что все-таки люди на твою просьбу отзовились, как говорится. Но когда с ними разговариваешь, входишь в их положение, мысли не пристают. Хотелось бы помочь всем. Хотелось бы всем помочь. Сами понимаете, из этого извлечь какую-нибудь пользу или маркетинговый ход и так далее. Многие так думают, даже пишут, хвастаются. Я их не понимаю, не пойму, наверное. Поздравляют. Некоторые даже клиенты. Здравствуйте, поздравляю. Ваш ролик мы смотрели. В нашем городе тоже репост сделали. Поздравляем. Мы знаем, что занимаетесь вы таким делом. Поздравляем. Но это, ребята, это не реклама. Это открытый крик души. Крик помощи. Я только посредник. Таких людей, к сожалению, мало. Оказывается. Да, тяжело очень. Когда с ними разговариваешь, и с полуслова уже понимаешь, и они понимают, и ты понимаешь. Самое главное, ты понимаешь в чем? Бессилие. Это очень плохое чувство. Бессилие. Хотелось бы, был бы волшебником, всех бы излечил. Сразу же. Без вопросов. К сожалению, в наше время все считается деньгами. Люди стоят деньгами. Не то, что ножи, не то, что материалы, не то, что жизнь в деньгах. Живем ради денег. Вот такое понятие появилось. Все решают деньги.
Оказывается, нет. Имеешь 1 000 000 рублей в руках, стоишь посреди тундры, вертолет что-то не прилетит за тобой. Я немножко отошел. Все-таки решил я сегодня выбрал человечка, зовут Руслан, 11 лет, многодетная семья. Мать сидит дома за детьми и смотрит, отец тракторист. Уроженцы Англасского района, Улуса, Республики Саха. Опять опухоль. Грубо так говоря. Я сегодня долго разговаривал с ихними подругами. Она врач с детства, соседка, знает, все видит, все помогает. И мы друг друга поняли. Чувствуется, много сил, времени потратили на ожидание новости, хороших вестей, то есть пригласительных, так называемых, из Москвы, из Новосибирска. Такую операцию проводят, где они отправляют, обычно запрос отправляют, и они добро дают. Добро, принимаем ваш, прилетайте во сколько-то, когда-то. 4 месяца ждали. Ни ответа, ни привета. Вот пару лет тому назад в Москве приезжал, это из уст врача лечащего, скажем так, фамилия, имя сказать не могу, но она женского пола, все понимает, все знает. Из их уст, из нее получил информацию, что, цитирую, пару лет назад в Москву прилетел из Германии один хирург, волшебник, буквально занимается такими делами, и после операции дети пошли, ходят самостоятельно, как нормальные дети. Между ухом и мозгами, грубо говоря, образовывается жидкость, как всегда. Все начиналось с малого. Я не знаю, что там конкретно, что там и так далее. И не буду тратить драгоценное время. Я просто уясню то, что я понял. И у нас тоже опять очень мало времени, чтобы помочь. Я так понял конкретно. Я не отошел от вчерашней новости, честно говоря, ребята. Позавчерашней. Я не отошел. Я не хочу упустить такую возможность помочь. Именно буквально 4 дня и все. 4 дня собираем и все, отправляем. Почему? Потому что визу они добьют, в Германию хотят лететь где-то числа 18-го. Вот. До этого хочу помочь. В прямом эфире героя не будет. В смысле, звонить никому не будем. Они, надеюсь, к этому времени все у них получится. Но то, что они получили помощь видеообращением каким-нибудь, могут они отправить. То есть 20 числа, как обычно, мы звонили. Алло, алло, привет, привет.
Поздравляю, удачи и так далее. Такого нет, ребята, не будет нынче. Дело уже набирает очень серьезный оборот. Очень серьезный. В том плане, что просто надо помочь, ребят. Просто надо помочь. Понимаю, я понял, что мы можем что-нибудь делать. Хватает всего ничего. Мы можем эту сумму достичь. И мы можем реально помочь. Я это понимаю. И вы, пожалуйста, мои дорогие, тоже поддержите. Я не хочу упустить такой шанс. Мы не хотим такого. Мы хотим только результата хорошего. Даст Бог. Дай Бог. У нас очень мало времени, ребята. Но я верю. И вы со мной согласитесь, и вы верите на хорошее, всегда побеждает. Любую темноту всегда побеждает маленькая искорка. Все получится, если будем вместе. Если будем действовать быстро, слаженно, все получится. Вот так у меня больше такой большого разговора, информации такого у меня нет. Я не буду говорить слишком долго. Вырезайте, ребят. Систему знаем. Ножи готовятся. Без проблем насчет этого. Давайте поможем Руслану. Очень надеюсь на вас.